2018 год особенный для системы образования Вилюйского улуса. В этом году Вилюйское улусное управление образования празднует 100-летний юбилей со дня своего основания. В связи с этим рада представить вам наших утренних гостей. Это Наталья Михайловна Семенова, начальник управления образования Вилюйского улуса, и Юрий Иванович Семенов, заместитель руководителя проектного офиса национального проекта образования Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия. Доброе утро, уважаемые гости. Наталья Михайловна, 100-летний такой рубеж, можно сказать, немало событий произошло за это время. За этот период что интересного произошло? Ну, во-первых, нужно сказать, что мы ведем отчет своей истории с момента создания первых органов местного самоуправления. В 1918 году была создана земская управа, в состав которого входил уполномоченный по вопросам народного образования. Безусловно, мы гордимся именами Семена Донского II, первого наркома просвещения ЯССР, Степана Гоголева. Он работал наркомом юстиции и прокурором Якутии, Иваном Ахчагныровым, который работал заместителем министра внутренних дел ЯССР. Гордимся именами Петра Староватова, первого героя труда в Якутии, Геннадия Донского, создателя первого, единственного в СССР музея народного образования. Все эти люди работали в разные годы, в разное время работали как в районных отделах народного образования, так и поэтому мы, безусловно, наша история очень такая яркая, и мы гордимся ею. Юбилейные мероприятия проходят на протяжении всего этого года и еще не заканчиваются. Да? Что можно отметить, что прошло уже? Но 2018 год у нас в районе объявлен годом образования в связи с тем, что мы отмечаем 100-летний юбилей. И в следующем году у нас система образования тоже отмечает свой большой юбилей. Это на Вилюйской школе исполняется 190 лет. Поэтому в течение года проведено много мероприятий. Мы постарались уделить много времени развитию методической работы в районе. Возродили мы методические десанты, провели первое занятие летней методической школы. Это новый формат, который мы, безусловно, продолжим. Был также у нас организован выездной образовательный тур в Республику Татарстан по изучению опыта их работы. Провели мы дни управления образования в министерстве, где мы подписали соглашение о сотрудничестве. То есть в целом вот такая вот большая работа была проведена. Сейчас у нас юбилейные мероприятия выходят на финишную прямую. 30 ноября мы проведем республиканскую научно-практическую конференцию по проблемам управления развитием образования. Есть некоторые сюрпризные моменты, которые будут, наверное, я думаю, приятны для наших коллег, которые тоже разное время работали в управлении образования. Пройдет семинар с участием представителей Приволжского межрегионального центра повышения квалификации Казанского федерального университета. То есть мы постараемся сделать все, чтобы мы вступили в новое столетие с новыми проектами. Юрий Иванович, что касается как раз-таки конференции, которая пройдет 30 ноября, как уже сказала Наталья Михайловна, чем был мотивирован выбор именно этой темы? Тема у нас звучит как управление развитием образования. Тема сегодня очень актуальная во всем мире, не только в нашем регионе, в конкретно Вилюйском районе. Во-первых, наверное, Вилюйский улус приглашает всех коллег, начальников управления, специалистов управления образования. Сегодня меняется определенная парадигма системы управления, которая есть. Сегодня образование выступает как главный фактор развития всей экономики в целом. Мы говорим о человеке, как о том двигателе, драйвере развития экономики. Арсений Сергеевич, когда выступал 22 августа, он именно это отметил. И для того, чтобы обеспечить новую экономику, новыми кадровыми, новыми технологическими прорывами, мы должны сегодня управлять новыми принципами. Сегодня нам необходимо обеспечить лидерство в образовании, в экономике, в других секторах производства. И поэтому нам нужно поменять, посмотреть. Вот сегодня реализуется в Российской Федерации национальный проект образования. Будут огромные инвестиции, в том числе в Республику Саха-Якутия,
практикуете. Министр образования и науки Владимир Анатольевич уже отметил, что в следующем году в системе дошкольного образования, в системе общего образования, дополнительного образования республика добилась, что получит большое финансирование с федерального бюджета. Как тратить эти деньги, с каким умом, где, как создавать точки роста, это очень большие вопросы, которые будут рассмотрены непосредственно на Вилюйской конференции. Я думаю, мы отдельно расскажем там о национальном проекте образования, как будет он реализовываться, что для этого должны сделать муниципальное образование, какие механизмы, как готовить кадры, как развивать ту же самую одаренность дошкольного возраста. Поэтому будет очень много интересных тем, которые требуют обсуждения с точки зрения нашего муниципального опыта нашей республики. Поэтому приглашаем всех наших коллег принять очень большое активное участие. Что касается тенденций в развитии образования районов? Да, сегодня мы видим, что каждый район, во-первых, находится в разных условиях, разных контекстных условиях. Сегодня мы одну и ту же политику не можем применять в отношении арктической зоны нашей республики. Центральный район у нас работает в совсем других условиях, промышленные районы. И поэтому тенденция такова, что мы должны будем учитывать контекстные факторы, при которых работают. Одни школы работают в одних условиях, другие в других и так далее. Поэтому тенденция будет таковой, что кадровая политика, политика в отношении формирования той или иной механизмов, она будет совсем другой. И здесь очень важно, чтобы каждый муниципалитет высказался и сказал, вот в каких условиях мы, в каких условиях те, в чем нуждается, потому что даже нужда совсем другая. Но что касается в общемировых тенденций или российских, наших тенденций, то мы видим, что сегодня совсем другой принцип подготовки кадров, что сегодня кадры даже развиваются с помощью интернет-технологий, с помощью цифровизации, что сегодня мы некоторых педагогов, учителей, носителей языка находим даже в интернете. Что ж, уважаемые гости, огромное вам спасибо, что пришли к нам этим утром. Мы активно просим присоединиться телезрителей к конференции, к юбилейным мероприятиям. С праздником вас! Спасибо. Спасибо.